Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Американская корпорация Boeing поддерживает решение президента США Дональда Трампа о приостановке полетов всех Boeing 737 MAX, но при этом сохраняет уверенность в их безопасности. Мы поддерживаем этот превентивный шаг во имя предосторожности. Безопасность является корневым принципом Boeing с момента начала строительства нами самолетов и таковым останется всегда, отметил генеральный директор корпорации. По оценке экспертов, авиакомпании минимум 45 стран приостановили эксплуатацию 2/3 самолетов новейшей серии Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Минпромторг России выступает за снятие барьеров для малых форм торговли на территории страны, сообщил замдиректора Департамента развития внутренней торговли Министерства Сергей Лобанов. Он уточнил, что торговых объектов в России насчитывается около 1 миллиона, что в сравнении с западными странами в 2-3 раза меньше. Поэтому у этой отрасли в России есть потенциал для двукратного роста. Для этого необходимо развитие многоформатной торговой инфраструктуры, в том числе за счет поддержки нестационарной торговли и усиления конкуренции на рынке, с помощью которой можно противостоять росту цен. Росстату предстоит рассмотреть возможность изменения методики, которая применяется для расчета реальных доходов россиян. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин. При этом глава ведомства пообещал, что обсуждение изменений окажется максимально публичным. По данным Росстата, доходы россиян падали 5 последних лет, с 2014 по 2018 год. По итогам прошлого года они сократились на 0,2%, хотя по прогнозу Минэкономразвития должны были вырасти на 3,5%. Ранее сообщалось, что у 38% российских потребителей финансовое положение за последние 5 лет ухудшилось. Расходы выросли на еду, на электронику, одежду и оплату коммунальных услуг. А траты на развлечения и рестораны снизились. И только треть жителей России оценили свое финансовое положение как комфортное. Региональная лизинговая компания Республики Саха-Якутия в 2019 году планирует оказать льготную поддержку предпринимателям страны на сумму более 900 миллионов рублей. Программа льготного лизинга оборудования реализуется в рамках нацпроекта «Малый бизнес» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Стартовый капитал региональной лизинговой компании республики составляет 2 миллиарда рублей, и за пределами Якутии может быть размещено около 1,5 миллиарда. На сегодняшний день заключено сделок на сумму около 100 миллионов рублей. На рассмотрении находятся проекты еще примерно на 200 миллионов. Сегодня региональные лизинговые компании работают в Татарстане, Башкирии, Ярославской области и Якутии. Одно из ключевых условий программы – это отсутствие межрегиональных барьеров. Предприниматели из разных регионов могут подать заявку на оборудование по льготным ставкам в любую компанию. Тем временем о проблемах развития малой авиации Якутии говорили на заседании дискуссионного клуба «Что не так?». В настоящее время на региональном уровне действует программа субсидирования региональных внутренних перевозок в арктические улусы Якутии, которая охватывает 22 района. Руководитель Ассоциации малой авиации Якутии Иван Лукин отметил, что снижать тарифы на авиаперелеты при помощи субсидирования авиаперевозок неэффективно. Он пояснил, что себестоимость авиабилетов состоит из затрат на топливо, техобслуживания авиапарка и накладных расходов авиакомпании, куда входят зарплата сотрудников и еще десятки позиций. А размер расходов по этим направлениям уже полностью зависит от решений, принимаемых руководством авиакомпаний. Среди предложений по мерам действенной поддержки малой авиации также прозвучали предложения по обнулению аэропортовых сборов и снижению ставки НДС для авиакомпаний с 20 до 10%. Аэропорт Якутск, благодаря своему уникальному местоположению, может стать крупным транспортно-логистическим узлом для регионов Дальнего Востока, Сибири и стран Юго-Восточной Азии. Об этом заявили потенциальные инвесторы проекта, представители Японского банка для международного сотрудничества и компании Hokkaido Corporation. На сегодняшний день международный терминал аэропорта не отвечает стандартам как в техническом плане, так и по качеству предоставляемых услуг и нуждается в реконструкции. Уже подготовлен проект технического
технического задания, которое включает в себя разделение потока пассажиров на вылет и на прилет, усовершенствование технологий обслуживания пассажиров и обработки багажа, а также установку к терминалу телескопического трапа и другие технические модернизации. После завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы и обновления международного терминала аэропорт Якутск начнет принимать самолеты первого класса, такие как Boeing 777 и Airbus A320, что повлияет на рост пассажиропотока и увеличит число авиакомпаний, в том числе иностранных. По предварительным прогнозам, на международных направлениях пассажиропоток увеличится с 40 до 100 тысяч человек в год. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.